Али Хая, уйгур, военный стратег и государственный деятель Монгольской империи и династии Юань. Али Хая с детства был умен и красноречив, был рекомендован на военную службу и стал личным телохранителем Хубилая. В 1258 году участвовал в походе Хубилая против государства Южная Сун. В 1262 году стал начальником канцелярии Центрального секретариата. В 1264 году получил пост советника. В 1268 году стал заместителем главы провинции Хэнань. Участвовал в войне против Южной Сун. Автор стратегии взятия города-крепости Фанчена, что позволит без сражения захватить крепость Синьян и разрушить двойную оборонительную систему. В 1273 году захватил Фанчен, уничтожил понтонный мост у Синьяна, изолировав город, после чего Синьян сдался без боя. Это был гениальный план. А победа была решающей для завоевания монголами Южной Сун. За это был назначен главным военным комиссаром провинций Цзинху и других регионов. Далее выдвинул план масштабного наступления на Южную Сун по реке Янцзы. В 1274 году возглавил масштабное наступление на Сун, взял Шаян, Синчен, подчинил Фучжоу, Ханькоу, Эчжоу и Ханьян. В 1275 году укрепился в Эчжоу и взял Цанлин, разделил войска и продвигался на юг, поочередно захватывая районы Хуайси, Цанси, Гуанси и Хайнань, всего 58 провинций. В захваченных местах облегчал налогообложение, а местные жители возводили храмы в его честь, редкая честь для военачальника. Это вызывало зависть и ненависть монгольских военных, которые захватывали, чтобы грабить и эксплуатировать. Сам Али Хая прошел путь от простого крестьянина до одного из ключевых военачальников и чиновников Монгольской империи и поэтому хорошо понимал чаяния простого народа. В 1276 году захватил Хунань и продолжил наступление на Гуанси. В 1283 году стал пинчжаном, высшим чиновником провинций Цинху и Чампа. В начале 1286 года получил титул гвардейского министра Гуан Лудафу и был назначен канцлером провинции Хугуан. В мае того же года скончался в Шанду в возрасте 60 лет. Остался в памяти потомков как жесткий и решительный в бою, но мягкий и справедливый в управлении провинциями. Посмертно получил титулы Кайфу и Тунцы, открывающий дворец, равный 3 министерствам, верховный столб государства, посмертное имя Удин, военное спокойствие, а также был удостоен посмертного звания герцог государства Чу и князь Чанша. В 1347 году ему был присвоен почетный посмертный титул князь Цанлин. Его сын Ху Ши Хая занимал пост канцлера провинции Хугэуан. Его внук Гуань Юньши взял китайское имя и стал знаменитым в Китае поэтом и писателем эпохи Юань, автором любовной лирики и философских произведений. Прославился как мастер Сань Цэюй, лирических стихов с философскими мотивами. Среди цветов – кувшин вина. Я пью один, никто со мной, и вишен лепестки сорвут ветра, кружат как снег над тихою водой. История Али Хая – это история простого уйгурского крестьянина из далекой Уйгурии, который стал видным военачальником и стратегом Монгольской империи, а его внук Уйгур уже взял китайское имя и стал известным китайским поэтом и писал на классическом китайском языке.